Миску водой, половину ведра или полное ведро воды налью туда. Как она собирается кипеть, я положу хмель. Хмель положу, потом чтобы она оранжевый, красивый вид было, мешаю картошку с этой крупой. Ну ладно. Потом я ставлю в духовку эту мешалку и держу там, чтобы она была оранжевый, сильно оранжевый вид. Потом я это ложу туда, на пиво. И она так кипит немножко, сколько-то время, полчаса или там час или кипит. И потом я оставляю, фильтрую это все, фильтрую, потом как остынет, только дрожжи немножко ложу. И сахара стакана давали там, банка ли. Ну какой этот объем сыра, это объем, сколько, настолько я сахар ложу туда. На сутки стоит, на сутки она прекрасное пиво будет. Не допить прямо ужас. И она и пенится так хорошо, высоко поднимается. И всем охота все это. Все настроением пьем. Кто вас научил делать пиво? Ну, тоже от предков уж сами видели. Предки делали, как делали. А раньше специально мы этот салат делали, рожь вставляли мочить сперва. Рожь мочится, сутка стоит, потом вытаскиваем оттуда с воды, стелим на поле, куда-ли на скамейку ли чтобы она заросла. Ага. Чтобы она обязательно заросла. И потом, после этого, на это заросло, вставляем чугунную печку, вставляем, чтобы она сладкой получилась, вкусно. И вот после этого мы вставляли сушить, она все хрустила. Она что хрустила, вставляли в печку. Уже тогда не чугуном, листом поставили. И потом ручной мельница была у нас, ручной мельницей молим это, дерем это. И сами даже ели это в сухом виде. Так сладкий получилось, так вкусный салат получилось. Мы ели тогда. Такой вкусный был. А если не рожь, это еще хорошо было ячмень. Ячмень.